Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, смотрите мое видео, за ваши прекрасные реакции в виде лайков и замечательных комментариев, за вашу помощь, за вашу поддержку. Земной вам поклон! Давайте сегодня посмотрим такую тему. Какие возможности для вас совсем скоро откроются? Что откроется по судьбе? Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, смотрю я на зеленом песочке. Все-таки зелень — это цвет денежки, материального благополучия и цвет обновления и прироста. Пусть все возможности, которые для вас откроются, будут максимально благоприятными и вас наполняют, дают, обогащают, приносят в вашу жизнь, но никак не забирают. Так, ну смотрите, сердечко. Видите, сердечко, причем это сердечко ваше, да, с вашей, с правой стороны, и сердечко начинает учащенно биться. Любовь, влюбленность, счастье, радость быть с тем, кто вами любим, с тем, кто вам нравится, симпатичен, нужен, желанен в конце-то концов. Прекрасное ощущение влюбленности, ощущение полета, ощущение розовых облачков, розовых лепесточков, ну и всего-всего приятного, что связано с любовью, с радостью от любимого человека. Это может быть не только как партнер, мужчина либо женщина, но и близкий человек, например, там, ребенок, там, любимый родственник, да, кем бы там ни был, мама, сестра, брат. Сердечко учащенно бьется, получает максимальную радость, получает максимальное удовольствие. Возможность любить и быть любимым, грубо говоря, так. Здесь сумочка, которая битком набита. Но по сумочкам это всегда какой-то приход чего-то нужного, полезного, важного, покупки, закупки, опять же, какая-то помощь, передачка, там, материальная помощь, гуманитарная помощь, посылка от родственников, просто подарки от хороших, добрых людей. У вас полная сумочка стоит, причем настолько полная, что вы ее реально физически поднять не можете. Ну, волоком тащить, да, либо кого-то просить, чтобы помогали. Сумочка наполняется. Ну, голодным точно никто не останется. Ну, довольный человек у меня здесь, да, на эту сумку смотрит, ему тяжело, но все равно приятно. Здесь тройка большая, тройка с правой стороны. Приятные люди, помощь от приятных людей, приятное общение, новые знания от хороших людей, либо ценные знания, которые вам передают умные люди. То есть здесь вы будете богатеть на знания, на информацию, на какой-то даже, знаете, ценный опыт, что ли, да, с вами кто-то будет делиться ценным опытом. Будьте внимательны, ничего не игнорируйте, не отказывайтесь ни от какой помощи, ни от какой информации, поверьте, все вам пригодится. Тройка вышла справа у вас. Так, еще какой-то человек перед вами раскрывает свои объятия. То есть кто-то будет вам очень рад, либо будет предлагать свою помощь, либо вам рад, очень хорошо к вам отнесется человек. Причем почему-то для вас это будет очень неожиданно. Ну, не ждете, да, не ждете, что вас кто-то начнет обнимать, кто-то начнет к вам хорошо относиться. Скорее вы к этому не привыкли, может быть, в принципе, по жизни это не встречали. А здесь вот такое удивление. Удивление и приятно. Да? Мне приятно, что меня любят, мне приятно, что ко мне хорошо относятся, мне приятно, что меня воспринимают всерьез. Такое очень хорошее отношение. Вы с этим столкнетесь. Возможность испытать это чувство. И опять же, человек, ну просто душа, да, душу нараспашку свою перед вами открывает. Очень приятно вам будет.
может помогать станет, может быть просто так, знаете, душевностью своей поделится. В любом случае, с правой стороны вам на благо идет. Так, с левой стороны собачка что-то тащит в вашу сторону. Ага, не что-то, лодку тащит. В лодке мужчина сидит такой упрямый, противный, надутый, но любящий. Девушки, женщины, у кого есть проблемы в личном, в плане, да, там с любимым поссорились, либо с кем-то из близких людей поссорились, здесь маленькая собачка лодку с этим человеком тащит в вашу сторону. То есть содействие, помощь, посредничество друзей, знакомых, приятелей, да, для того, чтобы два поссорившихся человека помирились, да, либо, может быть, человек обиделся, куда-то спрятался, убежал. Да. Кто-то из ваших друзей, кто-то из ваших родственников разыщет и к вам этого человека приведет, притащит в конце-то концов. Смотрите, этот парень, который, мужчина, мне почему-то мужчина идет, может быть, кстати, и женщина, да, вот какая-то энергетика мужская. Кто сидит в этой лодке, он любит, но он обиделся, либо обидчивый человек. Сердце есть, но сердце развернуто в сторону этого человека. То есть я люблю, но любовь свою я спрячу, да, я ее не буду показывать, потому что я обиделся. Да, но вот при посредничестве кого-то из знакомых друзей будет встреча, будет примирение, грубо говоря, вас помирят, вас заставят помириться, все будет замечательно. Либо тот, кто пропадал, будет найден и приведен к вам. Возможность встретиться, договориться, помириться и восстановиться в отношениях. Так, еще одна возможность кого-то рассмотреть. Здесь человек похож на жирную моль. Такая, знаете, толстая, зажравшаяся моль. Да, видно, не одну шубу съела. У кого-то из вас в прямом смысле слова, вот поверьте, в прямом смысле слова, да, вы найдете способ, да, появится возможность избавиться от моли. Да, спасти свою шубу, возможность спасти свою шубу от ненасытной моли. Это у одних отыграется. А у других отыграется, что это человек-паразит, по-другому и не скажешь, вредоносный человек. И появится возможность раз и навсегда от этого человека избавиться. Не в том смысле, который вы подумали, а просто удалить из своей жизни. Да, больше не общаться, не встречаться, не взаимодействовать в конце концов. Есть таки панацея против этого человека, либо возможность избавиться от моли. Смотрите, у вас прям как руки развязываются руки, и вы эту моль, просто ее куда-то выпихиваете за пределы своей жизни, да, избавляетесь от нее. Опять же, вы все разные, у каждого по-своему отыграется, но тем не менее, что есть, то есть. Мои хорошие зрители, если вы знаете действенный способ, как избавиться от моли, либо как хранить меховые, шерстяные вещи, пожалуйста, в комментариях поделитесь. Я думаю, что кому-то из зрителей это будет очень и важно, и полезно. Да и мне тоже будет и важно, и полезно. Заранее спасибо всем тем, кто поделится своими знаниями. Так, еще с левой стороны. Человек, который играет в любовь. Либо человек, который решил разыграть любовь, и так может отыграться, вывести этого человека на чистую воду. Смотрите, у одних отыграется, что это по отношению к вам человек играл в любовь, а у других отыграется, что по отношению к кому-то из ваших близких. И вы, например, интуитивно подозревали, что человек нехороший, что человек играет, да, не любит, но играет, но не было доказательств. Здесь предоставится возможность либо самой себе, да, доказать, понять, что с вами играют, либо вывести этого человека, игрока, на чистую воду. Может быть, даже раскопать какие-то данные, какая-то информация всплывет, что это человек неверный, нечестный, что он обманщик, что он мошенник, что он трижды женат, да, и ни разу не разведен. Что-то всплывет по поводу этого человека, и это будет громко, это будет скандал. Но скандал с хэппи-эндом, да, который хорошо заканчивается именно для вас, либо для вашего близкого человека, как разоблачение, да, снять розовые очки, протереть глаза, увидеть, кто перед вами. Есть еще возможность для вас, либо для кого-то из ваших близких устроиться на очень крутую работу. Это всего лишь возможность. Это не значит, что вы устроитесь, и это не значит, что кто-то будет работать. Возможность. Нужно будет постараться. Есть какой-то дядька вышел, которого нужно будет убедить. Убедить в том, что вы именно тот сотрудник, который ему нужен. И если он не возьмет вас на работу, то его предприятие долго не протянет. Да? Я утрированно говорю, но вы меня поняли.
для вас, либо для кого-то из ваших близких. Здесь нужно будет постараться, потому что образ вышел с левой стороны. Может быть, совершенно каким-то случайным образом вы выйдете на эту контору, на эту организацию, на это предприятие. Может быть, вам кто-то посоветует. Может быть, вообще все как-то странно, случайно все само сложится. Но этого человека нужно будет уговаривать и убеждать. Человек достаточно опытный, человек не одну собаку уже в этом деле съел, и человек, который очень скептически настроен по отношению не только к вам, ко всем на свете. Да? Может быть, он в отделе персонала много лет работает, либо он в этом бизнесе много лет. Да? Он как бы людей всегда воспринимает критически. Даже вот самый абсолютно идеальный человек к нему придет, он все равно будет его воспринимать скептически и критически. Поэтому нужно будет постараться и этого человека просто убедить, что вы ему очень-очень-очень сильно нужны, либо что ваш близкий человек очень-очень-очень сильно ему нужен. Да? Стараться. Кто постарается, тот эту возможность ухватит. Возможность очень богатая. Богатая не только на зарплату, но и на какие-то преференции, бонусы, там, не знаю, премии, дополнительные выплаты, карьерный рост. Крутые, в общем, возможности. Но стараться, надо постараться, и это будет нелегко. Сразу говорю, очень нелегко. С левой стороны образ вышел. Так, дальше. Возможность с кем-то подружиться, договориться, общаться, встречаться и вообще проводить полезное и ценное время. Здесь у вас как несколько людей, может быть, это какая-то даже группа людей, узкий круг, да, узкий круг, который очень тяжело зайти, всунуться, просунуться. Знаете, как они чужих не берут. Они чужих не берут. А вот для вас вот такая маленькая щелочка, да, приоткроется. Вы уж, пожалуйста, постарайтесь и влейтесь в этот коллективчик. Этот коллективчик, он специфический, но поверьте, оно того стоит. Они там просто какая-то сила и мощь. Они там как будто бы все с какими-то связями, с контактами, может там у кого-то муж крутой, у кого-то жена крутая. Ну, в общем, люди что надо. Да? В жизни такое пригодится и пригодится не раз. Так, с правой стороны здесь вы, как маленький человек, общаетесь с кем-то гигантским, с тем, кто на птице стоит и по небу парит. Но обычно так проходят либо очень известные, популярные люди, либо высокопоставленные личности. Это может быть какой-нибудь там супер-пупер директор, может быть какой-то депутат, начальник, я не знаю, министр, судья, может быть действительно популярный человек, там актер, блогер, кто еще может быть, там артист, в конце концов. Видите, у вас как с этим человеком может быть не только встреча, да, увидеть этого человека, не только знакомство, познакомиться, но и как-то завязаться с этим человеком. Но здесь главное, чтобы вы не робели, чтобы вы не пугались и не преуменьшали свою значимость. Многие люди этим страдают. Люди говорят, ну кто я такой, да, кто я такая, как я могу подойти к такому крутому человеку. Смотрите, разницы между вами никакой нет. Вы все люди, да, мы все люди. У всех кровь, да, в венах течет, у всех есть руки, ноги, голова. Да. Нет никакой разницы, не бывает там людей первого сорта и там 10-го сорта. Все люди как люди. Мы один биологический вид, поэтому не надо этого бояться, не надо преуменьшать свою значимость. Есть возможность с человеком законтачить? Пожалуйста, контактируйте. И ни в коем случае не думайте, что вы там чего-то недостойны, либо вы там человек маленький, да, как бы скромненький. Не надо, не надо. Смотрите, к вам будут очень добры. Вы вызовете живой интерес. И здесь даже может какая-то, ну, пусть не дружба, но диалог, контакт может завязаться. Не знаю, почему-то с правой стороны идет, значит, что-то может для вас здесь полезное быть. Вот просто полезно. Человек может какую-то судьбоносную роль сыграть в вашей жизни. Да, войти буквально там на один день, на один вечер и сыграть свою роль, и выйти. Да, человек уйдет, а результат он останется с вами. Либо он отразится на вашей жизни, на вашей судьбе. Не бойтесь и не стесняйтесь. Человек на птице стоит, то есть как-то быстро влетает в вашу жизнь и также быстро вылетает. А все уже зависит от вас. Если вы найдете в себе силы поконтактировать с этим человеком, все будет классно. Не найдете, испугаетесь. Ах, шанс упущен, к сожалению. Так, дальше 2 дверки. Из одной дверки к вам кто-то выходит, а в другую дверь вы входите.
Ну, скорее всего, ну кто у нас обычно за дверьми сидит? Какие-то люди, там, не знаю, начальники, директора, может быть, уполномоченные какие-то граждане. Кто-то к вам выйдет, вот прямо навстречу пойдет. Может быть, ответит позитивно на вашу просьбу, на ваше обращение. Может быть, в принципе, поведет с кем-то пообщаться. Либо еще как вариант, но опять же, это не у всех отыграется, такой специфический вариант. Может быть, кого-то где-то на какое-то время закрыли, и у этого человека возможность появится выйти. Так, и вторая дверь — это вы заходите. Вы заходите. Ну, вы за чем-то хорошим идете, на самом деле, с правой стороны. Хорошее, важное, нужное, полезное. Возможность зайти. Может быть, очень долго ждали эту возможность. Может, даже в очереди будете стоять, чтобы получить эту возможность. Но вы зайдете. Вы зайдете, и вы свое получите. Так, звездочка небольшая, с дороги падает к вам в руки. После какого-то действия у вас какая-то мечта исполнится. Действие. Но дорога это не как путь, а как пересечение. То есть перейти дорогу, что-то сделать конкретно. Вот вы что-то делаете, и после этого вы получаете в руки свою мечту, свое желание. Так, здесь два человека вас на руки поднимают, либо на руках вас поднимают, и в чем-то вам помогают. Вы на этих людей опираетесь. Но смотрите, да, один одно плечо подставил, другой грудь подставил. Вы влезли на этих людей и что-то делаете руками, но делаете для всех вместе. То есть не только конкретно для себя, но и для тех, кто вас держит. Ну, так обычно бывает поддержка в семье, да, отыгрывается поддержка в семье, либо поддержка друзей, знакомых, приятелей. Когда вам верят, когда вам доверяют, когда вы берете на себя смелость, да, ответственность, что-то сделать не только для себя, но и для других. Здесь очень классный момент доверия и классный момент вот для вас, да, понять, кто вам друг, а кто так, просто так, да, кто доверяет, а кто только лишь делает вид. Ну, при помощи своих либо родственников, либо друзей вы таки конкретно что-то сделаете. Сделаете, прям как, знаете, звездочки с неба срываете, либо какие-то плоды с дерева. Ну, неплохо, очень даже и неплохо. Здесь это как первая попытка, да, либо первый раз вы такое будете делать. Опираясь на других людей, вы что-то вот рвете, собираете, снимаете. Дальше будет больше. Поверьте, дальше будет только больше. Так, кто у меня родился под знаком зодиака Лев? Пишите в комментариях. Те, кто родились под знаком зодиака Лев, либо кого зовут Лев, вас большая удача ждет. Может быть, вашего близкого человека зовут Лев. Большая удача ждет. Удача, но за эту удачу нужно будет сделать откуп. Это не за что-то, это просто идет для вас, к вам. Да? За такую удачу нужно обязательно делать откуп. Откуп вы можете сделать в любом удобном для вас виде. Это может быть милостыня, это может быть помощь, кому необходимо, да, или человек, которому необходима помощь. И также вы можете покормить бездомных животных и птиц, да, сделав откуп. Удача идет. Откуп нужно сделать сразу после того, как событие произошло. В самом венце у вас такая картинка, что кто-то домой с сумкой возвращается. Либо, в принципе, в вашу жизнь человек с сумкой приходит. Но сумка — это с вещами, это либо навсегда, либо человек вам что-то несет. Несет свой какой-то багаж, свое прошлое, свой опыт. Чтобы даже действительно в прямом смысле слова, да, сумку вам вещей привезет. Но у вашей входной двери стоит человек с сумкой в руках. Человек стоит слева, дверь смотрит вправо. То есть человек идет надолго, у кого-то прям навсегда. Навсегда. Возможность быть с кем-то вместе. Конечно, вы уже будете принимать решение, быть вам вместе, не быть, открывать вам эту дверь перед этим человеком или оставить закрытой, но тем не менее. Но такая возможность точно есть. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.